Из-за пандемии коронавируса и введенных ограничительных мер для культурной сферы год оказался непростым. Учреждения культуры все это время практически не функционируют. Длительный перерыв повлиял на их работу в целом. Глава ведомства провел расширенное заседание с руководителями объектов культуры с участием главного санитарного врача. Хотели бы попросить Людмилу Вильбертовну нас проинформировать о состоянии дел и о прогнозе на ближайшую перспективу. И самое главное, как специалист, чтобы Людмила Вильбертовна дала нам информацию о том, возможно ли возобновление работы, в случае, если возможно, какую санитарно-эпидемиологическая служба, какую форму работы рекомендует для Министерства культуры и подведомственных учреждений. Людмила Скорик, в свою очередь, рассказала об эпидемиологической обстановке в стране, привела статистику заболеваемости и смертности. При этом она с сожалением отметила, что вакцинация идет довольно медленно. По мнению главного санитарного врача, изменить ситуацию может только коллективный иммунитет. Основным таким вот моментом, я вам говорю, будет являться вакцинация. Если мы и будем с вашим министром запускать ваши объекты, а запускать мы будем в индивидуальном порядке, смотреть, какую значимость несет этот объект для функционирования в республике, будем смотреть на то, как коллектив отреагировал на те меры безопасности, которые в республике приняты. И только после этого мы будем разрешать функционировать этому объекту. И, естественно, допуск в ваши объекты будет осуществляться практически так, как во всем мире, только вакцинированных людей. Учреждения культуры выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры страны, вносят весомый вклад в формирование общества. Приостановка деятельности объектов культуры влечет определенные последствия. Чтобы воспитать одного специалиста, одного танцора, требуется десятки лет, а если он 1 месяц только не будет заниматься, он теряет все навыки, которые он приобрел за все эти 10 лет. Вы высказали мнение, что данная проблема не исчезнет в течение 3-5 лет. Но представьте себе на секунду, если в течение 3-5 лет мы будем бездействовать и не научимся в этих условиях работать, тогда мы потеряем все, что у нас есть, что мы наработали за 30 послевоенных лет. Руководители объектов культуры едины во мнении, что работу нужно возобновлять. Они готовы строго следовать предписанным нормам. При этом считают, что подход должен быть дифференцированным. Почему к нам такое недоверие? Почему кто-то думает, что мы не можем реализовывать специальный режим работы? Почему кто-то думает, что мы не можем добиться того, чтобы у нас в зале было 30 или 40% зрителей? Почему кто-то думает, что мы не можем посадить людей в масках? Ограничения коснулись работы всех деятелей культуры и искусства – актеров, музыкантов, творческих коллективов, работников центров и домов культуры. Закрыты также библиотеки, музеи и выставочные залы. Гудис Агрба считает, что необходимо открыть хотя бы образовательные объекты культуры и правильно выстроить работу, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Есть ли такая возможность обратиться к высшему руководству страны, в данном случае к президенту, с просьбой дать возможность, в данном случае узконаправленный вопрос, речь идет сейчас о учреждениях культуры, образовательных учреждениях культуры, вот 3 наших учреждения. В силу того, что работает университет, школы, почему не должны работать наши училища, и музыкальное, и культпросвет училище, и художественное училище. Участники совещания предложили направить письмо в координационный штаб с просьбой более детально изучить вопрос и найти пути его решения. В нем будет отражено мнение ведомства и руководителей учреждений культуры и рекомендации главного санитарного врача. Сима Аргун, Инала Гухава, Абхазское телевидение.